Приветствую вас на моем канале. Тумсо Абдрахманов уже опубликовал ролик под названием «Покушение. Как это было». И знаете, лучше бы он этого не делал. Можно сказать, что он разоблачил сам себя. Так как теперь, после выхода этого ролика, сомневающихся в этом покушении стало в разы больше. Я это вижу сама по тем комментариям, которые оставляют люди. Они пишут, мол, сначала верил, а тут посмотрел, бред, такого быть не может. Знаете, я понимаю, что не все и не всегда могут рассмотреть шоу с самого начала. Но небольшой процент людей, которые это видят сразу, все-таки есть. Лично я могу вам порекомендовать канал «Будильник, кому не все равно». На канале много разборов разных постановок, в том числе и этой. И, кстати, автор канала «Будильник, кому не все равно» уже высказался по поводу этого видео Тумсо, которое я и собираюсь сейчас вам прокомментировать. Ссылку я оставлю в описании, так что вы все сможете посмотреть, перейти на каналы, на видео. Читайте внимательно в описании, куда вы переходите. Также хочу обратить ваше внимание на то, что основной канал Вильгельма Маркентина в данный момент имеет страйк, и он не может публиковать ролики, но у него есть запасные каналы. И вот как раз на запасном канале и есть ролик, в котором он комментирует это самое видео. Ну а сейчас я прокомментирую это видео. Ссылку на него вы, кстати, тоже найдете в описании к этому ролику. Скажу сразу, что я не любитель вставлять чужие видео в мои ролики. И этот ролик не исключение. Так что, пожалуйста, если вам нужно посмотреть предварительно это видео до того, как вы будете слушать мои комментарии, пожалуйста, сделайте это. И первое, что проясняет Тумсо, это то, где произошло это якобы покушение. И он называет Швецию. А до этого многие думали, что это была Польша. Тумсо говорит о том, что в этом городе шведском он проживал последние 3 месяца. И вот эта вот информация, я считаю ее уже недостоверной, потому что у него поменялись декорации с 7 октября. То есть у него есть ролик 20 сентября, там одна декорация, а с 7 октября начинаются другие декорации. Ну, то есть там у него присутствует новый стул. И вот я сомневаюсь, что человек, живя в Польше, потащит с собой стул в Швецию. Ну вот, честно, очень сомневаюсь. Я не знаю, как вам, может быть, Тумсу был так дорог этот стул, что он его с собой таскает везде. Конечно, такое может быть, но все-таки я ставлю это под сомнение. И поэтому я считаю, что если он и переехал туда, то, скорее всего, это произошло не 3 месяца, как он заявил, а побольше. Тумсо говорит о том, что он спал с часу до 2. Я вот читала комментарии некоторых, это я специально для тех, кто не знает время суток. Это все-таки был день, потому что я вижу комментарии некоторых, и люди пишут, а как там ночью, там, почему там светло было, когда его возили на скорой. Это был день. Это был 1-2 часа дня. То есть он говорит о дне, а не о ночи. Это для тех, кто думал почему-то, что это все-таки была ночь. Он в этом своем видео это не уточняет, день это или ночь. Но судя по предыдущим видео и постам, которые делал его брат, лично я поняла, это был именно день. На видео он говорит, я проснулся от мощных ударов по голове. Но вот, честно, если бы кого-то били молотком по голове, у меня огромные сомнения, что человек бы вообще проснулся. Следующая фраза. Когда я открыл глаза, на мне сидел человек. Я вот не знаю, как вы можете так спать, чтобы не почувствовать, что кто-то на вас сел. Но вот сейчас, например, у меня нет животных дома, да? Но вот когда у меня были животные, например, там кот, кошка, да даже когда у меня мышки были, я чувствовала, если вдруг это животное на меня ложится или садится, когда я сплю. А тут он не почувствовал, что на него человек сел. Он почувствовал только удары. Ну, это я говорю, про животных я говорила, да? У меня даже если в комнате дверь открыть, я почувствую это, и я проснусь. Ну, возможно, у меня такой чуткий сон, возможно. Но я с трудом верю, то есть я не верю, то есть, правильнее сказать, я не верю. Да, с трудом верю. Нет, я не верю.
Я не верю в то, что человек не мог почувствовать, что на него сели, пока он спал. Либо же человек настолько привык, что на него постоянно кто-то садится, и поэтому для него это уже стало как... он не почувствовал, потому что именно он уже привык к этому. Только так можно это объяснить. Не знаю, но вот я говорю, я не верю в это. Говорит о том, что человек, который сидел на нем, мычал и наносил удары чем-то железным. Поясняет, что в тот момент он не видел, чем именно. Он спрашивает у своих зрителей: вы представляете этот шок? Вот, Тумсо, честно, не представляю. Не представляю, как можно не почувствовать, что на тебя кто-то сел. Вот с этого момента я не представляю. И, конечно, я не представляю, как можно проснуться после нескольких ударов молотком по голове. А потом Тумсо говорит забавную вещь. Я не понимаю, почему он начал меня сходу бить. Он бы мог меня просто разбудить, и я бы умер от остановки сердца. Он поясняет: вот представляете, вы спите, открываете глаза, а у вас в спальне находится человек с молотком, и он считает, что этого достаточно, чтобы умереть. А он сидел на нем и очень сильно наносил удары. Этот человек бил его молотком, и он говорит, что как он выяснил это потом. И также он предупреждает тех, кто смотрит, о том, что у него вообще информация как бы стерлась наполовину, то, что он тут помню, тут не помню. Как он сам говорит, эти события очень-очень туманные. Проанализировав уже потом то, что произошло, и свои раны, Тумсо делает вывод, что нападающий или нападавший был левшой. Говорит о том, что большая часть ударов пошла на правую сторону. И также он ощущал, как будто бы его еще кто-то бьет. Потом он понял, что это был один человек все-таки. Описывает того человека, говорит, что у него были черные перчатки, какая-то военная куртка. Было тяжело схватить, в джинсах и рыжих ботинках. Рыжие. Я вот никогда в своем, так сказать, словарном запасе не употребляю слово «рыжий» в отношении цвета. Мне это как-то режет слух, возможно, потому что у него, наверное, русский не родной все-таки. То есть я даже не могу понять, что это за цвет, может быть, то ли коричневый, то ли оранжевый. Я реально не понимаю, что это за рыжий. Я вот представляю рыжего кота, но цвет я так понять не могу, что это за цвет ботинок был. Могу представить рыжие волосы. Этот диапазон цвета, то есть очень много цветов попадает под это понятие рыжие волосы. Так что рыжий цвет у меня, честно, вот не понимаю я, что это за цвет. Если кто знает, пожалуйста, напишите, что означает рыжий цвет, рыжие ботинки. Нападавший наносил ему удары, а Тумсо пытался от них как-то увернуться. Он повторяет о том, что удары были мощные, и что при каждом ударе он получал рассечение того места, по которому ударялось. И он начал терять много крови. А теперь вернемся к его первому видео, в котором он как раз-таки говорит о том, что произошло это самое нападение, и разговаривает с нападавшим на него. И если вы помните это видео, там темно, конечно, очень плохо видно, но крови я там не увидела. Я сделала несколько скриншотов с того самого видео, и я осветлила эти фотографии, которые получились. И хочу сказать, что с правой стороны и как на лице также не видно никаких ни ударов, ни кровоподтеков. Вообще ничего не видно. То есть видно, что человек проснулся, то есть как бы голова у него не причесана. Да? Все, больше ничего на этой голове не видно. На лице, на шее и на теле настолько, насколько это можно было видеть в том видео, следов крови нет. Эти фотографии, которые я осветлила, я могу вам показать. Где же я могу вам показать? Наверное, в телеграм-канале. Да, пожалуй, закину-ка я к себе их в телегу. Ссылку и на это тоже оставлю в описании к этому ролику. Потом Тумсо говорит, что от каждого удара у него во рту был привкус железа. Если ему действительно рассекли губу и кровь из губы ему попала в рот, то понятно, что он не только при каждом ударе, а вообще постоянно чувствовал привкус железа. По-моему, это вполне логично, если у тебя во рту кровь. Но он почему-то говорит о том, что именно при ударе он чувствовал привкус
железо во рту. Говорит о том, что не знает, сколько времени они боролись, но помнит момент, когда он схватил его за волосы и засунул один палец ему в глаз. И, мол, таким образом он скинул его с себя. Говорит о том, что у него не было никаких сил для того, чтобы наносить ответный удар. Но у него получалось бороться с ним. И при всем том состоянии, которое описал до этого Тумсо, у него как-то получилось еще и залазить на нападавшего. Тумсо говорит, что он видел, как его кровь стекает на лицо нападавшему, как она попадает ему в рот, как он пытался ее выплюнуть, и даже как он ее глотал. А потом он заявляет, что было очень много крови, и вот то, что мы видели в комнате, это в основном его кровь. Ну и опять же, возвращаясь к видео он записывал уже вроде как после всего этого, потому что человек лежал в крови, в его крови. Но при этом Тумсо на лице, на шее и на теле, вот где плечи, предплечья, в этих местах у него крови нигде нет. И говоря все это, он почесывает место, где у него пластырь, либо же место рядом с пластырем. И он говорит такую фразу: только в конце появилась его кровь. Его, в смысле, нападавшего. В каком конце, с какого момента считать конец, с какого момента считать начало. То есть, вот он уже сказал, что в основном та кровь, которую мы видели, это была его. Но, как я уже сказала, на его теле, на лице ничего этого не было. Тумсо поясняет, так как человек выложился до того, как начали бороться очень сильно, нанося удары, поэтому сейчас он уже так чувствовал себя как бы уставшим. То есть пришел киллер или пугатель, который быстро устает. То есть не могли найти кого-нибудь, кто был в хорошей физической форме. Нашли кого-то, кто устанет от того, что будет наносить, ну сколько он там ударов мог нанести до того, как проснулся Тумсо, чтобы его не прибить. Ну, сколько, посчитайте. 5 ударов, 3 удара, 10, сколько? В какой-то момент они упали с кровати. Этот нападавший опять оказался под Тумсо. Нападавший начал вставать, но Тумсо держал его, ну вот как он показывает, в подмышке. Говорит, что пытался сделать захват на удушение, но у него не было сил для того, чтобы это сделать. На 5-й минуте, 22 секунде Тумсо начинает трогать свои волосы и голову. И те, кто как-то имели какие-то ушибы, раны, я думаю, что прекрасно понимают, что это некомфортно трогать волосы в тот момент, когда у тебя там даже зашито что-то. То есть не просто там какие-то синяки, а именно зашитые раны. То есть он сидит себе, теребит волосы. Потом он говорит о том, что они не разговаривали все это время. Нападавший только мычал, а Тумсо вызывал к Аллаху. И вот он не помнит, как он это делал вслух, про себя, тихо, громко. Ну, как он считает, он делал это громко, но в этом он не уверен. Видео получается довольно-таки длинным, поэтому на этом я его закончу. Продолжу в следующий раз. Надеюсь, вам будет интересно. Комментарии, которые вы видите, это люди оставляли комментарии под его видео. А я благодарю вас за просмотр. Если вам понравился ролик, пожалуйста, поставьте палец вверх. Поделитесь роликом с друзьями, если посчитаете, что данная информация может быть интересна. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А если вы уже подписаны, проверьте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы вовремя получать оповещения о новых видео. Если вам по каким-то причинам данный ролик не понравился, пожалуйста, напишите эту причину и поставьте дизлайк. Автора канала вы можете поддержать на Патреоне, ссылку на который я тоже оставлю в описании к этому ролику. Если вы досмотрели этот ролик до самого-самого конца, оставьте, пожалуйста, комментарий в виде эмоджи «молоток». Если у вас нет эмоджи, вы не умеете ими пользоваться, лень искать молоток, просто напишите «Я верю Тумсо» или «Я не верю Тумсо».